Сохранение каштана в Абхазии является частью актуальной задачи защиты леса. Почти 50 тысяч гектаров нашей территории – это каштановые насаждения, которые считаются одним из крупнейших каштанников в Причерноморье. Но сегодня, увы, эти деревья болеют. Чтобы еще раз привлечь внимание к этой проблеме, Абхазский государственный музей организовал выставку, посвященную каштановым лесам страны и их сохранению. Задумка этой экспозиции, она родилась очень давно. Просто в силу обстоятельств, пандемии и так далее, мы долго не могли ее осуществить. Идея зародилась после встречи сотрудников нашего отдела таким очень увлеченным человеком Екатерина Лукмазова, молодой специалист из Санкт-Петербурга. Она занималась и продолжает заниматься изучением проблематики каштана на Кавказе, в частности в Абхазии. Она нам привезла первые образцы каштановой продукции из Франции, из Испании, привезла нам книги, там всякие баночки, бутылочки, пищевые продукты, которые производят там. Впрочем, не только в европейских странах каштан является одним из основных ингредиентов блюд. Это дерево всегда было важной культурой в жизни абхазов. Древесина каштана традиционно применялась как строительный материал для возведения домов, а плоды использовались для приготовления различных блюд. Вот здесь мы попытались воссоздать немножко воссоздать блюда, те старые рецепты, потому что пока мы ездили по деревням, снимали деревянные дома, снимали, как готовят пищу, спрашивали у пожилых женщин, что они готовили. И вот по их рецептам мы попытались сейчас воссоздать эти блюда. Мы сделали амгял каштановый, мы сделали ачапа разных видов, ачапа с капустой, а третье – это, собственно, ахачапа, сам каштан, основа его каштановая мука, заправленная немножечко орехами, специями, аджикой и свежим сыром. Сегодня каштановые леса Абхазии в опасности. Новые вредители, которые обнаружились в последние годы, поражают деревья каштана всех возрастов. Массовое поражение почек каштана приводит к падению урожайности и гибели отдельных деревьев. Каштан тоже не стал исключением, к сожалению. И достаточно давно он подвержен влиянию такого грибкового заболевания, как крифонектрия. Это болезнь, вызывающая усыхание деревьев. Наша задача включаться в эту проблему, пытаться ее решить. Есть разные методы, они достаточно известны. То есть наша главная задача – перенять тот мировой опыт, который уже есть в борьбе с вредителями и болезнями каштановых лесов. Сегодняшнее мероприятие – это один из таких моментов, чтобы продемонстрировать, наверное, те проблемы, с которыми сталкиваются наши леса. На представленной выставке отмечены много аспектов – и исторические, и культурные, этнографические, биологические. И в разных аспектах мы можем увидеть, какую большую роль играл и играет каштан в нашей жизни. Одним из наиболее опасных инвазивных вредителей каштана посевного является восточная орехотворка. Это мелкое насекомое, длина тела которого всего 3 мм, наносит непоправимый вред насаждению, отмечает Михаил Кирия. Мы можем отметить, что с момента первого обнаружения каштановой орехотворки в 2019 году в Бзыбском ущелье она активно расселилась по всему этому ущелью, заселила мюссерскую часть произрастания каштанов, продвинулась до нового фона, означает, что с каждым годом ареал ее распространения расширяется, и в скором времени она, скорее всего, заселит весь ареал произрастания каштана. К этому времени мы должны быть, соответственно, подготовлены. На сегодняшний момент в Институте экологии при поддержке ФАО идет создание специализированной лаборатории, которая будет заниматься исследованиями, изучением применения биологических методов контроля именно в части крифонектриевого некроза. Это достаточно технологичная и сложная вещь, но мы надеемся, что с поддержкой наших партнеров, государства, мы справимся с этой проблемой. После официальной части открытия экспозиции сотрудники музея провели экскурсию по залу, в которой рассказали присутствующим о лесообразующих и защитных функциях этой породы дерева для Абхазии. Экспозиция «Каштановые леса Абхазии. Вчера, сегодня, завтра» открыта в Государственном музее до 26 марта. Анастасия Никонова, Торник Амичба, Абаза ТВ.